Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась делать суп. А что и как, что буду класть, будет у нас оператор. Сережа будет все снимать. Оператор. И будет говорить. Ну, тогда я, с позволения Маши, поздороваюсь с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, дорогие друзья. Да, Маша варит суп. Суп называется без заморочек. Вообще без заморочек. Видите, уже она сразу на плите, маленькой плите поставила кастрюлю. Туда добавила растительное масло. Ну, я знаю, тоже она туда немножко и сливочного масла тоже добавить. Буквально 30 грамм. Вот. У нас, кстати, новая плита опять. Маленькая плита, которая не шумит, в отличие от этой второй плиты, которая очень хорошая. И она шумит. Вот. Даже от кастрюли, Маша, дым пошел. Да? Видишь? Ну, это новая всегда. Новая плита, да. Плитка такая, не плита. Плита вон там, хорошая плита. Так, суп очень простой. И вот как бы в такие дни, вот как раз сезон, когда много работы во дворе, этот суп всегда имеет место быть. И очень частенько мы готовим, начиная с весенней поры, этот суп. Такой момент, друзья. Не забудьте, не перепутайте последовательность. Это обязательное условие у Маши, чтобы не перепутали последовательность, что мы кладем в кастрюле. Вы также делаете, обязательно. Видите? Внимательно посмотрите. Шучу, конечно, друзья, насчет этого, но все равно. Вот, мы покажем, как это самое мы кладем. Лук режем очень миленько. Многие говорят, учите, как резать лук. Мы никого не учим, друзья, мы просто показываем. Ну, если видео, то что-то ведь надо, наверное, показывать. Так ведь, Маша? Вот. Ну, вот лук режем очень мелко. А способов нарезки лука очень много. А мы режем вот мелко. Время пошло, как говорится, начало варки супа. Процесс вообще ни на минутку не останавливается. Включили плиту, сразу греется масло. Пока греется масло, режется лук. Пока лук там немножко размягчается, натираем морковь. Можно использовать терку для этого. Терку для корейской морковки. Есть такая терка, дощечка. Ну, у нас это самое. Все по-простому, все по-быстрому. Эту морковку тоже сейчас сразу прям туда. Знаете, что я получу сегодня, Маша, от зрителей? Людей хороших. Меня сегодня будут сильно ругать, то, что я сегодня. А у меня настроение хорошее, друзья, я и болтаю. Я не такая разговорчивая. Вот пусть Сережа и болтает. Вот, вот и говорят, что это самое, пускай хозяйка говорит, сама комментирует. А оператор снимай молча. Мне лучше, чтобы оператор все комментировал. А у нас там дым такой, да, Маша? Да, я делаю, он все описывает, все говорит, что и как. Теперь нам надо, чтобы морковка с луком размягчились немножечко. Буквально 5 минут обжарили немножко, размягчили. Сейчас сюда потом добавляем фарш. У меня здесь 250 грамм фарша. Добавлю свиной фарш, друзья. 250 грамм. Ну, примерно я такой прикинул, ну, кастрюля 2,5 литра. Ну, такой объем рябчика такой. Ну, фарш свиной. Но я всегда примерно меряю рябчиком. Так, приправа прошла. Высыпаем сумели. Дальше идет у нас паприка. И немножко перец. Черного перца немного. Ух ты, много, как Маша, Но много положила. это немного. Просто молотый перец. А молотый перец не такой сильный.
Ну, не свежемолотый, тогда. Да, не свежемолотый. Свежемолотый бы, конечно, было бы, может. Я уже испугался, потому что у меня желудок уже не выдерживает эти острые все вещи. Тут еще добавим сюда, что сюда надо добавить бы томатную пасту. Вот из этого добавили мы паприку. Для цвета и для вкуса. Вы, друзья, у кого крепкие желудки, кто любит там поострее немножко и покислее, смело добавляйте 2 столовых ложки томатной пасты сюда. Вот. До того, как клали мы мясо. Так, это немножко обжариваем. Пусть мясо у нас тоже Цвет как поменяет, цвет да? поменяет, да. Ну, такая крепкая основа для супа получилась. А пока мясо жарится, друзья, у нас следующий этап. Все непрерывно не останавливается. Картошка. Картошка. Многие из подписчиков наших говорят, почему на руках чистите картошку, почему не на доске. Маша... На доске, на кухне же не будешь там, скольким нужно крошить картошку. Так что все, наверное, кухонные работники, повара, все делают так. Не будут же резать на досках. Это уже привыкшая, рука набитая. Говорит, никак не берем в толк, почему на руках картошку чистить, почему не на доске. Это не режете. морковка, это не свекла. Свеклу, морковку, конечно, так не будешь чистить, а картошку это... Ну вот картошка-то немножко уже, вот, смотрите, звук не такой, как было, к примеру, месяц назад. Звук уже очень мягонький такой. Ну, потому что картошка не была в яме, она в подвале. Подвал все-таки теплый. Но все равно прекрасно сохранилась. Сейчас остатки картофеля потом вынесем в погреб. И будет хорошо. Процесс идет, друзья. Жарки, варки, парки. Так, мясо уже цвет поменяло. Кладем картошку сюда. И сюда добавляем кипяченую воду. Не просто кипяченую воду, а прям горячий кипяток прям добавляем. Вот у нас там термопот, там еще горячее кипит. Напоминаю, кастрюля где-то 2,5 литра, даже чуть поменьше, наверное. Видите, какой густой суп получается, наваристый такой. Цвет такой. Приятный. Приятный цвет. Паприка сделала свое дело, приятный цвет дала. Ну и аромат, естественно. Еще немножко добавим. Ну, а теперь кладем соль. И потом по вкусу посмотрим. Если надо будет, добавим. Самый быстрый суп, друзья. Очень вкусный, с приправами. Естественно, будет суп очень вкусным, приятным на вкус. И быстро делается. Ну, если, конечно, с фаршем. Но если мясо, конечно, вы класть, то, конечно, подольше. Сначала придется мясо А вы варить. знаете, друзья, что этот суп еще, Маша, перебью, это самое, что можно использовать как постное блюдо, ничего туда не класть. Ну, ничего, мясо не класть. Да, мясо. Именно, да. именно ничего не класть. Ну, топор можно, топор. Можно топор класть туда. Ничего не класть. У тебя разве... Ну, ты поняла меня же, наверное, я что имел в виду. Мясо не класть. Маша, ты совсем меня это самое засмущала. Я аж покраснел, друзья, за камерой. Именно мясо, да. Вот то, что все добавили, то, что все положили, кроме мяса. Вот. И будет получится постное блюдо. Ты самый главный ингредиент забыла, Машенька. Какой? А фасоль? Да, сразу
Класть На столе, фасоль. друзья, у нас фасоль. Да, я А забыла. мы забыли со своей болтовней. Самый главный ингредиент – фасоль. Красная фасоль, консервированная, но мы в последнее время очень много используем ее. И в борщи кладем, и просто в супы, и супы с фасолью иногда чисто делаем. Очень-очень такая хорошая штука эта фасоль. Вот. Да, Ну и сюда еще приправа идет. это когда уже вскипит суп. Закипит, когда, да? Да, когда закипит. Крайняя приправа. Так, суп у нас закипел. Пусть немножко 5-10 минут. Картошка когда будет готова. Вот. А сейчас пока добавляю сразу кинзу. Самая крайняя приправа, друзья. Великолепный аромат придаст кинза этому супу. И, ну, поставить точки над «и», так сказать. Плиту выключаем. И пусть минут 5 она потомится на плите до готовности. А потом пообедаем. Дегустация, так сказать. Обязательная. Не просто, а пообедаем. Уже обеденный кад. Как тебе, Маша, плитка. Да? Простая, самая простая плита, как в старинные времена. Такая есть у меня, конечно, двухкомфорная. Я на этой, на веранде консервацией занимаюсь на этой плите. Вот. Когда слишком жарко дома, А вот выхожу на веранду, там попрохладнее. опять будут у меня спрашивать, почему вы не использовали ту большую плиту. А я вот и не скажу вам, друзья. Она уже старая плита, это сколько лет уже этой плите, вот, и из-за этого. А эту вот маленькая, новенькая, Нет, люди удобная. спрашивают эту большую плиту. А эту говорят, плиту. да. А эту плиту не используем, потому что снимать получается не очень удобно. Вот ты, Маша, все секреты раскрыла. Вот и все. Никакой интриги ничего не прозвучало. Вот. Это тоже к месту такая плита. Иногда тоже бывает маленькая, да? нужная. Ой, ароматно так идет. От кастрюли на кухне такой аромат вот этих приправ, хмели-сунели. Как там вторая приправа? Все время забываю. Кинза. Кинза, да, ароматно. Ух ты, друзья, смотрите какой. Во-первых, он красивый. Суп такой красивенький цвет, приятный цвет. Во-вторых, он густой. Вот смотрите, он. Фасоль, мясо, фарш, жирок, фарш свиной и жирок даже сверху плавает. И Ой, такой красивый суп. и ароматный. Смотрите, какая красота и аромат. Ой, Красота, а не суп. О. в дома аромат такой. Прям. И самое главное, этот суп очень вкусный. Вкусный и быстрый. Ароматный, вкусный. Ничего, что он такой простой, но он очень вкусный. Эти приправы вот придают такой вкус. Вот хмели-сунели, эти травы невероятно вкусный суп делают. Вот и попробуем на вкус. Класть ничего не буду, никакой сметаны, без сметаны. Даже Обычно, Маша, такие супы еще со сметаной есть. да, это даже дети будут кушать. Так что бабушки, мамы, советую. У которых дети капризульки, да? Да. Сейчас же все дети привыкли. Чипсы, да, все эти какие-то приправы такие любят. Вот это, кстати, самый этот суп, который, наверное, дети тоже будут кушать. Хлебушек, друзья. Деревенский. Многие спрашивают, почему без хлеба, а мы с хлебом. Вон, смотрите, хлебушек деревенский. Воломтика. Суп. Горячий, правда, чуть-чуть сейчас остынет немножко. Очень вкусный суп. Ну, конечно, сметану тоже можно добавить, но я сегодня буду кушать без сметаны.
пробует. Пусть Сережа сейчас тоже дадим попробовать ему этот суп. Как же без пробы-то? Чтобы не быть голословным, я должен попробовать, а потом уже буду обедать полноценно, а за камерой сейчас я попробую, конечно. Маша дует аж. Суп вообще горячий, да. Но суп он должен горячий, чтобы Суп вспотели. такой горячий. О, как будто бальзам. Бульон такой приятного вкуса, друзья. Замечательный. Еще добавки. Еще, конечно, Добавки на будешь? на второй глаз сразу, на второй глаз. Прям с наслаждением я буду сегодня обедать этим вкусным простым супом. Ой. Сумасшедший вкусный бульон. Прям вот бульон вот невероятно вкусный. Приправы. Я все пропорции приправ напишу. Потому что эти пропорции и для такого количества воды в идеале подошли. Вообще в идеале подошли. Да ведь? Согласна, Маша? Да, да, чувствую. Да, вообще. Угу. Из фасоли, фасоль консервированная, воду слили из банки. Без воды добавили фасоль. Чисто фасоль. Вот так. Вот кастрюля наша. Вот Маша. Тоже уже наша, да? И вот суп. Такой уникальный суп получился. Ну, если честно, этот суп-то мы часто готовим. Ну, когда особенно... Просто вот этот суп, он разных идет... Ну, всегда импровизация. Основа фарш, лук и морковь. Дальше идут приправы, это уже импровизация. Фасоль, там еще это все импровизация, друзья. Добавляйте все по своему вкусу. Мясо можете даже ребрышки класть вместо фарша, но это дольше будет, конечно. Можете там куриный суп также готовить, можете фарш куриный добавить вместо свиного. Это все импровизация. Основа лук, морковь, фарш. Вот. И дальше уже свои приправы, все это такое. Это называется суп без заморочек, суп кого-нибудь, еще там какой-нибудь суп. Но основа одна и та же. И всегда это очень просто, это очень быстро и это очень вкусно. Супом разобрались. Все, и после видео я буду обедать. Маша сейчас во время разговора немножко прервется, закончим ролик. У нас сегодня в семье очень хороший день. У нашего дяди Вани сегодня день рождения. Исполняется ему 66 лет. И от лица, позволить себе такую ответственность, от лица всей нашей большой семьи, поздравить дядю Ваню с днем его рождения. С днем рождения тебе, дядя Ваня. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного счастья, семейного благополучия. Чтоб тебе хорошо жилось и хорошо отдыхалось. Дай Бог, все еще будет впереди. Долгих лет жизни тебе. Спасибо большое тебе за все, что ты сделал и делаешь. И низкий тебе поклон от всей нашей большой семьи. Дядя Ваня, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, главное, богатырского здоровья. Счастья тебе желаю и удачи во всех делах. Ура! Поздравляем тебя. От чистого сердца, вот, дядя Ваня, низкий поклон тебе. Ну все, друзья, все. Суп поели, суп сварили, суп поели. И дядю Ваню поздравили. И... Маша, ты куда сейчас? Я сейчас куда? На огород. Я сейчас дяде Ване на день рождения. Нет, дяде Ване надо сходить тоже, да. Надо сходить. Но у Маши сейчас еще работы там, дровишки немножко остались. А на огороде нечего там делать. У нас местами где-то еще кучки, да, нет, да где-то снег лежит. Да, ну, за домом еще осталось мусора.
Там нужно это листья все еще убрать у меня на земле возле колодца. Там еще не убрано. Вот, не успела еще, потому что снег выпал. Да и дров еще Ну, немножко и сложить дрова, надо. ну да, дрова еще. Ну там это по мере Мусор возможностей. вынести. Короче, работы только начинается работа. Никак погода не дает. Не устаканивается погода. Вот. Заканчиваем этот ролик. Все. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут только добрые, только вкусные. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ой, Маша, мене теж пуктують. Міки. Ташті. Меня? Скажи. Чески. Ташті то що я зараз. Ньой, не тогда. Tapuk tenjai yang ушко лежит.